Скажите, пожалуйста, за 300, за 500 лет до вашего рождения, вы знаете, кто у вас был в роду? Вот я не знаю, и никто не знает. Зато мошенники все знают. Причем даже без экспертизы. Баршаңза ассалому алейкум. Всем доброго дня, мир вашему дому. Сегодня мы вам покажем про Житы Ата, что нужно знать об этой традиции и как их правильно считать. Все знают, что нужно помнить имена своих 7 предков по мужской линии, дабы избежать близородственных браков и родить здоровых детей. Этот момент строго оговаривается в старинных казахских законах и упоминается во множестве произведений, где нарушителей традиции ждет смерть. Таким образом, не знать предков до 7-го колена было не только стыдно, но и опасно. Казнь за кровосмещение вел еще Есим-хан, и позже наказание было закреплено в Жеті-жарғы. Исключение делалось очень редко, обычно на 6-м поколении и для Туре. Однако не все знают, что эта традиция есть дополнительные нюансы. Мы вам расскажем и покажем об особенностях Житы Ата в разных регионах Казахстана. Поколения предков назывались так. Первое – Житы Ата. Второе – Түп Ата. Третье – Тек Ата. Четвертое – Баба. Пятое – Арғы Ата. Шестое – Ата. Седьмое – Аке. Поколения потомков называются следующим образом. Первое – Аке. Второе – Бала. Третье – Немере. Четвертое – Шубере. Пятое – Шөпшек. Шестое – Немене. Седьмое – Туажат. Восьмое – Жекжат. Есть и региональные варианты. В 4-м поколении потомка также могли называть себе Шубере, Немене, Шөпшек. В 5-м – Туажат, Немене, Шубере, Кугенжат. В 6-м – Туажат, Жүрежат. В 7-м – Жаутанымас, Жүрежат, Куажат. Это естественные различия, которые не делают какой-либо из вариантов неправильным. Люди, у которых есть общий ата, могут заключить брак, если друг друга они уже жекжат, то есть буквально 7-я вода на киселе. Когда в ауле появлялось 8-е поколение потомков, там устраивали большой праздник, в котором сообщали другим родам с общими предками, что теперь их дети могут свободно вступать в браки. Обычно на тое устраивались хотя бы одна свадьба. Было принято резать белую кобылу, чьим молоком омывали молодоженов, потом их благословляли местные старики. Однако в разных семьях по-разному начинают отчет. Где-то с деда, ведь речь о Житы Ата буквально 7 дедах. Однако исследователи сходятся во мнении, что начинать отсчет предков правильно с отца. Это объясняет в том числе тем, что у одного мужчины могло быть несколько жен. Таким образом, схема родственных связей становилась со временем очень запутанной, и пропускать это звено было нельзя. Сейчас знание своего шежре в целом и Житы Ата в частности, ставшее менее обязательным в советское время, снова становится общепринятым. Автор Алма Абишева. Если вам понравилось это видео, прошу вас, нажмите лайк. Если не понравилось это видео, прошу вас, поставьте дизлайк. А также прошу вас, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого видео. Всем спасибо, что были со мной. Всем пока, всем добра, всем крепкого здоровья и удачи всем.